Добрый день. Несмотря на данное в предыдущем выпуске обещание, я все-таки вынужден извиниться, причем извиниться за себя. Я приболел и не смог вовремя выйти в эфир. Но заболел я, слава богу, болел не коронавирусом, в отличие от главы Республики Коми Владимира Уйбы. Я все-таки заболел коронавирусом. Он заболел именно что коронавирусом, причем после полного цикла прививок. И злые языки начали сразу же распространять комментарии о том, что это произошло аккуратно после известных юбилейных, массовых и насыщенных мероприятий в Москве и Петербурге. Я вынужден встать все-таки на защиту главы. После не значит вследствие. Другое дело, на каком фоне произошло это заболевание главы. А на фоне резкого роста заболеваемости по всей стране. 17 тысяч ежесуточный прирост по всей России. Из них 9 тысяч в Москве, по 1500 в Московской области и Санкт-Петербурге. На этом фоне республика выглядит сравнительно прилично. 70 прирост в сутки, 22 в Сыктывкаре, 21 в Ухте. Но Коми республиканская клиническая больница уже освобождает саму себя только для ковидных больных. И мы присутствуем при решении гамлетовского вопроса: прививаться или не прививаться. Владимир Викторович, разумеется, из своей палаты призывает вакцинироваться, прививаться, несмотря на то, что является собой вроде как противоположный пример. Уровень вакцинации по стране 10,48%. Уровень по республике 14,06%, то есть более 85 тысяч человек. И мы сталкиваемся с тем, что власти идут на метод и кнута, и пряника. Кое-где в 9 регионах не менее 60% тех, кто занят в сфере услуг, обязаны вакцинироваться. В Башкирии и в ряде других поволжских регионов вводится, например, запрет на посещение магазинов, развлекательных центров, предприятий общепита, если вы не предъявляете справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Ну и есть пряник. В Москве и Московской области начали проводить лотерею. Те, кто привился с середины июня по середину июля, могут претендовать при предъявлении справки на квартиру, машину, компьютеры, которые, конечно, будут разыграны в специальную лотерею. Это очень напоминает предвыборную лотерею «Десяточка», которая практиковалась в Республике Коми во время выборов в органы власти разного уровня. Мы фактически поставлены перед дилеммой между правами человека и правами общества. Общество имеет право на то, чтобы быть здоровым и предъявлять каждому своему члену соответствующие требования, но и человек имеет право на невмешательство в свою личную жизнь, а теперь уже получается на биологическом, на химическом уровне вмешательство в свой личный организм. На наших глазах разворачивается широкий социально-психологический эксперимент, и мы являемся не только его свидетелями, но и участниками. Как мы себя поведем? В этом сейчас самый главный вопрос. Всего вам доброго.